Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Архивные документы и редкие кадры работы спасателей и пожарных. Центр предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций Якутии открылся в столице региона. Эффективно и безопасно Минздрав одобрил применение спутника ВИ для людей старше 60 лет. Какие подарки покупают якутяне и как пандемия повлияла на новогоднее настроение, расскажем в этом выпуске. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем Спасателя и 30-летней годовщиной со дня основания ведомства. Глава государства отметил, что такую ответственную и нелегкую службу выбирают люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины. Владимир Путин отдельно поблагодарил сотрудников МЧС за борьбу с коронавирусной инфекцией. Кроме того, президент добавил, что ведомству необходимо продолжить наращивать возможности единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целом необходимо и дальше наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий. И самое главное – сберечь жизни и здоровье людей. В этом отношении многое уже сделано. Укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях. А это противопожарная служба, воинские спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация. Подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС. Народ нашей страны гордится вами. Уверен, что специалисты МЧС России и впредь будут достойно выполнять свою работу. Благодарю вас за службу. Центр предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций Якутии открыли в столице региона. Здесь есть костюмы и оборудование, которое спасатели и пожарные используют в своей нелегкой работе. Переходя от одного экспоната к другому, как в машине времени, можно путешествовать по страницам истории. В центре побывал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Центр поделен на 3 зала, где представлены не только история развития гражданской обороны, но и предметы инвентаря, с которыми они работали в различные годы. Все это здесь разместилось на 126 квадратных метров. Это исторические документы, фотографии и артефакты. Уникальность сегодняшнего центра – это, во-первых, это собраны материалы истории. И сегодня материалы были собраны ветеранами данной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также системы гражданской обороны. Вот это то, что мы видим экспонаты, они были собраны со всех уголков нашей республики. Также архивные документы были собраны с архива Главного управления, который у нас до сих пор находится. Некоторые документы, которые еще находятся под грифом «секретно», они еще не рассекречены. Те документы, которые уже утратили гриф секретности, они уже находятся в этом музее. В рамках открытия центра участники мероприятия заложили капсулу времени с пожеланиями будущему поколению. Передаю капсулу времени с пожеланиями от старшего поколения будущему поколению. Вскрытие через 25 лет в честь 100-летия Победы и, кстати, 50-летия службы спасения. Капсула будет храниться здесь, в музее в 3-м зале, где сегодня представлены исторические факты службы спасения региона. Ну а по словам участников мероприятия, посещение этого объекта будет интересно не только школьникам столицы, но и ветеранам службы гражданской обороны Якутии. Я думаю, посетителям будет что посмотреть, особенно тем, кто работает в этих отраслях, в этих направлениях. И есть что посмотреть, и есть что вспомнить. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.
Новые резиденты ТОР Якутия планируют создать более 1000 рабочих мест, а также осуществить инвестиции на 9,6 миллиардов рублей. Всего на данный момент заключено 24 соглашения. При создании ТОР количество резидентов составляло 10 компаний. Так, резидентами территории опережающего развития, заключившими соглашение в этом году, стали Жатайская судоверфь, грузовой терминал Нижний Бестях, Полярная звезда, Григори, Аврора и Туску. В следующем году планируется создать 135 рабочих мест. После реализации всех инвестпроектов количество рабочих мест будет увеличено почти до 1500. Дизельные электростанции с использованием возобновляемых источников энергии планируют построить в 17 районах Якутии в течение 5 лет. Модернизацию дизельной генерации обсудили на заседании расширенной коллегии Министерства ЖКХ и энергетики Якутии. На сегодняшний день более 60% республики обеспечивается энергоснабжением за счет дизельной генерации. Основные проблемы децентрализованного энергоснабжения – низкая транспортная инфраструктура, дороговизна себестоимости электроэнергии и высокие эксплуатационные затраты. Минздрав России одобрил применение вакцины «Спутник Ви» для лиц старше 60 лет. Пожилые люди находятся в зоне риска, и именно у них заболевание чаще дает осложнения. Клинические исследования среди добровольцев этой возрастной группы прошли успешно. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах нашей страны. Теперь последние данные оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. 192 новых случая COVID-19 выявили в регионе за сутки. В Якутске 83 заболевших, в Мирнинском районе 17, в Нюрнбергском 16, в Мегино-Кангаласском 12, в Алданском 10 новых случаев. От 1 до 6 заболевших зафиксировали еще в 18 районах республики. В центре Якутска открылась необычная выставка фотографов Якутии. В канун наступающего года быка творческая платформа «Пространство» в сотрудничестве с венчурной компанией «Якутия» решили сделать подарок жителям и гостям столицы. Уникальная экспозиция располагается прямо на улице. Фотографии пейзажей нашей республики размещены на ледяных плитах в виде ленских столбов. А центральную часть выставки занимает скульптура бизона – символа упорства и труда. У нас есть общественная организация фотографов и видеооператоров. Вот в рамках этой организации мы хотим как раз заниматься коллаборациями, делать выставки, для того, чтобы больше народу видел фотографии, смотрел, в каком регионе они живут. Тем более многие это никуда не ездят. Хотя бы так приобщать людей к Якутии. Так как это было такое некое начинание, мы взяли из того, что есть. Да? Это природа, это все, что связано с Якутией. Маленько подобрали из того, что у наших резидентов есть, и выставили. Выставка будет доступна до наступления тепла для всех горожан и гостей столицы. Как рассказали организаторы проекта, проходить такие коллаборации будут ежегодно. Все меньше дней остается до главного праздника года, а значит, времени на подготовку подарков для родных и близких практически уже нет. Как пандемия повлияла на новогоднее настроение якутян и что чаще всего покупают, расскажет Полина Долинская. Новый год для всех, несомненно, остается самым любимым и долгожданным праздником. И хотя многие уже давно не верят в Деда Мороза, независимо от возраста, каждый ждет главную ночь года. В основном из-за подарков. И хочется сделать для своих родных и близких что-то особенно приятное. И традиционно возникает вопрос, что же положить под елку? Женщины обычно радуются ювелирным украшениям, бытовой технике и одежде. Мужчины предпочитают качественный алкоголь и гаджеты. А вот дети уже в зависимости от возраста. Дошколята будут рады сладкому подарку и игрушки, а школьники уже вовсю требуют новомодные гаджеты.
Для предпринимателей предновогодняя пора самая прибыльная. Готовиться к ней начинают заранее, чтобы уже в первых числах декабря обновить ассортимент на прилавках на более праздничный. 2021 год не стал исключением, и витрины пестрят разнообразием. Что же покупают чаще всего? Чаще всего приобретают елочные игрушки в виде символа Нового года. Нынче это у нас белый металлический бык. Ну, стеклянный, конечно, покупают. А так в основном покупают и прошлогодние, кстати, мышку, крысу. Может, в прошлом году не купили, не успели, нынче тоже покупают. В последнее время покупают для коллег. Именно тайный Санта, что ли, у них там. И приобретают эти вот подарочки. Пандемия внесла свои коррективы не только в повседневную жизнь, но и отразилась на общем настроении каждого. Мы решили узнать, как обстоят дела с предновогодним настроением у наших горожан, и мнения разделились. У меня пожилые родители, а, как вы знаете, все пожилые люди очень к этому относятся, так, серьезно. Вот. Из-за того, что они расстраиваются, расстраиваюсь я, пытаюсь их поддержать и так далее. Ну и финансово, конечно, тоже. Вот в последние дни, перед Новым годом, народу так же много, как и в прошлом году. То есть все такая новогодняя суматоха у всех тоже. Настроение тоже хорошее. Новый год – это праздник, который объединяет абсолютно всех – и взрослых, и детей. Все мы с нетерпением ждем волшебства и верим в светлое будущее в наступающем году. Но чтобы праздники не были омрачены, не стоит забывать о правилах безопасности. При посещении мест массового скопления людей надевайте маски, обрабатывайте руки и покупки дезинфицирующими средствами. Ведь здоровье не купишь ни за какие деньги. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Якутяне выбрали лучших спортсменов. Завершилось голосование Гранд-финал 2020. Сардана Трофимова стала лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта. Напомню, в декабре якутская бегунья стала 4-кратной чемпионкой России по марафону. За звание лучшего спортсмена года по олимпийским видам также боролись Аял Лазарев и Василий Егоров. Сардана Трофимова. Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта Сардана Трофимова. Напомним, народное онлайн-голосование проводилось на сайте sportyakutia.ru. Лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта стала многократная чемпионка Европы и России по шашкам Матрена Наговицына. Звание лучшего спортсмена года по национальным видам спорта удостоилась мастер спорта России по масс-рестлингу, призер чемпионата России и Кубка мира Екатерина Белолюбская. Лучшим спортсменом года по адаптивным видам спорта признана серебряный призер летних паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы Анастасия Диадорова. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, не забывайте про маски и перчатки и соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера.